Мне 14 лет. Я бы хотела поделиться с вами о своих некоторых интересных событиях из моей жизни. Мои интересные и радостные события происходили в детстве. Тогда я была интересной, и для меня неодушевленные предметы были одушевленными. Большинство я играла в учительницу со своими игрушками. Да и сейчас мои неодушевленные друзья целые, я их храню. Они являются символом моего детства. Также мне рассказывали домашние, что я была похожа на многих персонажей из мультиков. Моя дорогая бабушка научила меня писать, читать, считать, рисовать, но всему. Я ей очень благодарна. Моей первой учительницей была моя дорогая бабушка. Я не ходила в детский сад и в подготовительный класс. Я сразу пошла в первый класс, когда мне было 6 лет. У меня много интересных событий в жизни. У меня не было и нет лучших друзей и подруг. У каждого в жизни бывают моменты, когда трудности одолевают, а руки, кажется, вот-вот опустятся. В моей жизни появился лучший друг. Моим лучшим другом была моя собачка, которую назвала я Каштанкой. Это было лучшее событие моей жизни, когда я ее встретила на улице. Она была голодна, я шла из школы домой. У меня в руке была булочка, которую всегда покупала буфетница на перекус. Я поделилась ее со своей подругой, со своей собачкой Каштанкой. Она посмотрела мне прямо в глаза добрыми, красивыми глазками. Я поняла, что я ей понравилась, и она мне очень. Она потом ушла, поблагодарив меня по глазам, и я ушла домой. Утром, когда я собралась и вышла из дома, моя Каштанка сидела на хаосе и виляла своим хвостом. Я не знаю, она по запаху меня нашла и мой дом, или как, но я была тоже рада ее видеть. Я вышла и стояла у подъезда, она рванула ко мне и лежала у ног. У нее не было никого, я думала, что у нее прежде был хозяин. Она провожала меня до школы. И тогда меня она проводила до школы, хотя была голодной. Она даже зашла внутрь школы, но все разом ее выгнали из вестибюля. Я ей купила булочку и накормила на перемене, так как она ждала меня каждый раз. Я стала ей хозяйкой. Я сказала бабушке взять ее себе. Она согласилась. Каштанка очень преданная, добрая, умная собака. Она понимала меня и каждое мое движение. Мы, можно сказать, общались по интимной связи. Она всегда ходила везде со мной, даже на базар. Когда однажды я пошла пешком, так как пешком полезнее, но из-за некоторых подлых соседей я была вынуждена отвезти ее куда-нибудь далеко от дома, так как соседи брали камни и били бедную собаку, моего лучшего друга. Я знаю, что из радостного и интересного события переходит сразу в огорченное событие. Мы посмотрели друг другу в глаза в последний раз. Она все поняла, и мы не видели друг друга, но я надеюсь, что все у нее хорошо. آزمون در همکاری با رادیوی کند FM و دستگیری دفتر شویتزر اید به همکاری در تاجیکستان راه اندازی می شود. تئاتر کنی بادام همراه رشد می کنیم.